Здравствуйте. Я представитель Северо-Остинского филиала Российского фонда культуры Кадыков Александр Николаевич. Сегодня мы с вами поговорим о мемориальных досках нашего города. Если знакомиться с историей нашего города, его улицами, площадями, то почти на каждой из них проживал кто-то из известных людей, внесших большой вклад в развитие нашего города, в историю нашего города. Поэтому у нас в республике и в городе много памятников и мемориальных досок. Вот в нашем небольшом городе 235 мемориальных досок и 80 памятников. Стремление людей увековечить какое-то знаменательное событие, победу в войне, в сражениях, или же строительство какого-то значимого здания всегда была присуща человеку. И увековечивать эти события люди хотели не только на свитках пергамента и на бумаге, но и в камне. История мемориальных досок начинается приблизительно 2500 лет назад в Древнем Риме. Там высекали на больших камнях, на фасадах зданий время и отмечали то событие, которое происходило в это время. Поэтому мы даже сейчас можем видеть на римских зданиях надписи, сделанные в начале первого-второго тысячелетия. Но такие же существуют и у нас в республике. Например, в селении Цмити есть прототип мемориальной доски. На одной из башен, которая принадлежала Теховым и построена была в XII-XIII веках, находится камень с петроглифами. Петрографическое письмо возникло еще до того, как появился алфавит. И вот такой памятник истории существует и у нас в республике. На территории Владикавказа самая старая мемориальная доска у нас находится на здании греческого культурного центра. Доска повествует о том, что вот это здание было построено на личные средства купца Марандова для училища греческих детей. На этой доске надпись сделана на двух языках, на русском и на греческом. Доска эта была открыта в 1901 году. Это самая старая доска нашего города. В мемориальных досках, из которого они сделаны, материал не самое главное. Эти доски могут быть сделаны из мрамора, гранита, отлиты в металле. Каждая мемориальная доска – это совместный труд скульптора и архитектора. Но многие доски делаются или же скульптором, или архитектором отдельно. Скульптор выполняет на мемориальных досках портрет, если эта доска посвящается какому-то человеку, а архитектор выбирает место на здании и шрифт, которым должна быть выполнена надпись. Еще доски бывают с простым барельефным портретом и с горельефным портретом. Вы знаете, что такое барельеф и горельеф? Барельеф – это плоское изображение портрета,
которая находится на уровне фона доски. А горельеф – это уже более объемный портрет, оторванный от фона. Лучшие мемориальные доски, как подлинные произведения искусства, украшают наш город. Многие осетинские скульпторы украшают наш город своими произведениями искусства в память о замечательных людях, живших здесь. К примеру, заслуженный деятель искусств, скульптор, лауреат премии имени Костахи Тагурова Михаил Николаевич Дзбоев. У него очень много досок в нашем городе. Это и доска просветителю, общественному деятелю Гатуеву. Гатуев был не только писателем и общественным деятелем. Он имел очень твердую свою жизненную позицию. И в 1939 году был репрессирован и расстрелян. И Михаил Дзбоев показал это страшное событие тем, что на мемориальной доске изобразил колючую проволоку вместо лаврового венца. Следующая мемориальная доска – это доска драматургу, театральному деятелю Ильбадзыко Бретаеву. Она установлена на улице Ватаева, рядом с ЗАГСом у нас. Вы посмотрите, это прекрасный портрет, выполненный очень точно скульптором. Еще одна его замечательная доска – это доска композитору Георгию Гурджибекову. Находится она на улице Калоева. Доска очень интересно сделана. Бронзовый портрет как бы находится на фоне рояля. Еще у нас очень молодой, перспективный, талантливый скульптор – это Ибрагим Хаев. Его творчеству принадлежит тоже несколько мемориальных досок. Одна из них – это доска Белару Кабалоеву. Расположена она на доме, в котором он жил, на улице Фрунзе. Прекрасный точный портрет, выполненный из бронзы на доске из черного габра. Следующая его доска – это доска Михаилу Афанасьевичу Булгакову. Находится она на том здании, в котором в 1921 году проживал Михаил Афанасьевич Булгаков. Это на улице Маяковского, угол Маяковского и Миллера. Доска выполнена из бронзы и открыта в 2010 году. Один еще из замечательных наших скульпторов – это Руслан Джанаев. Его мемориальная доска архитектору Бтимирову, который построил Дворец пионеров. Он проживал в здании на улице Ватутина. И на этом здании в 2006 году ему была открыта мемориальная доска. Также Руслану Джанаеву принадлежит доска, расположенная на улице Ватутина, на здании 50-й школы, Станиславу Марзоеву. Это военный, который погиб в чеченскую кампанию. Он учился в 50-й школе, и ему посвящена эта доска. Еще один замечательный скульптор
Это Борис Тотиев. Доска видному партийному и общественному деятелю Ахсарбеку Агузарову установлена в 2002 году на здании, там, где он проживал. К плеяде наших знаменитых скульпторов относится и Георгий Собеев. Его доску вы можете видеть на площади Ленина. В этом доме проживал профессор Борис Алборов. Он преподавал долгое время в нашем университете. Он лингвист был. И вот в 2006 году ему была открыта эта доска. Я вам перечислил только малую часть тех скульпторов, которые украшают наш город памятниками, мемориальными досками. В последние годы на зданиях нашего города появилось много мемориальных досок, посвященных участникам, героям Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов уже в наше время. Много мемориальных досок открыто у нас генералам, героям Советского Союза, таким как Иса Александрович Плиев. Доска расположена на доме, в котором он жил. Сейчас в этом здании находится музей Плиева. Генералу Ибрагиму Дзусову также расположена на улице, на проспекте Коста, в доме, в котором проживал он, генералу Китагурову, генералу Виталию Ульянову. Доска Ульянову расположена на улице Карла Маркса, угол улицы Кирова, напротив Остинского театра. Кроме того, появились мемориальные доски уже героям России, людям, отдавшим свою жизнь в борьбе с бандитизмом, в борьбе с терроризмом. Это прекрасная мемориальная доска полковнику Александру Стецини на здании бывшей 18-й школы, которая располагалась по улице Джанаева. Доска герою Александру Днепровскому находится в школе, в 29-й школе, в которой он учился. Доска Юрию Нестеренко. Это вот герои нашего времени. Стараниями Комитета солдатских матерей нашей республики и лично Татьяны Рубеновны Днепровской появилось в последние годы множество мемориальных досок простым солдатам, молодым ребятам, которые были призваны в армию и героически, не щадя своей жизни, боролись в горячих точках в Чеченской Республике и в других горячих точках нашего Северного Кавказа. Это мемориальная доска Льву Тедееву, открытая в 2016 году на здании училища номер 9, профтехучилища, в котором учился Лев. Доска Эльбрусу Техову. Это был ученик 26-й школы. Доска Сергею Демчишину, Дмитрию Задорожному. Это ученик 18-й школы. Своим выступлением я хотел привлечь ваше внимание к тем произведениям монументального искусства,
на улицах нашего города, рассказывающих о важных исторических событиях, о имени человека, которым гордится город. Ведь нередко случается так, что в суете будней, в вечной спешке мы пробегаем мимо, не обращая внимания на интересные мемориальные доски. Мой небольшой рассказ, возможно, вызовет у вас желание, когда вы увидите какую-то мемориальную доску, поднять или справочник, или зайти в интернете, узнать о человеке, которому посвящена эта доска. Узнать что-то больше о том или ином событии, о котором рассказывает эта мемориальная доска. Увидеть, казалось бы, давно знакомое и привычное по-новому в нашем Владикавказе. Северо-Осетинский филиал Российского фонда культуры готовит к изданию книгу о всех мемориальных досках города, в которой будут представлены фотографии не только доски, но и самого здания, с описанием материала, из которого сделана эта доска, с описанием краткой биографии тому, кому посвящена эта доска. И Фонд культуры был бы очень благодарен спонсорам, которые бы помогли издать эту книгу. Да, у нас есть мемориальная доска казачьему Исаулу Караулову. Она располагается на здании, в котором находится штаб Терского казачьего войска на проспекте Мира. В этом же здании располагается сейчас и юношеская библиотека имени Гайто Газданова. Нашему прославленному военачальнику Исаию Александровичу Плееву есть мемориальные доски в Москве, в столице нашей Родины, в городе Ростове-на-Дону. И так как он является героем Монгольской Народной Республики, в Улан-Баторе. Благодарю вас за внимание. Надеюсь на то, что мы еще с вами встретимся и поговорим о памятниках нашего города.